У нас столько историков развелось, что всякую чухню пишет. И ты тоже. Пишет мне Банан. Банан, слушай, в 1917 году в городе Ташкент в газете «Знамя единства» Мустафа Шокай опубликовал такую статью. Тюрки, пришло время объединяться. В 1935 году в журнале «Туркестан под властью Советов» он доказал и показал всему миру, что Москва, чтобы истребить казахский народ, сделал искусственный голодомор. Он показал и доказал это всему миру. В 1907 году, во время Столыпинской реформы, на казахские земли массово начали отправлять русских крестьянов. Массово. Москва отбирала у казахов земли и отдавала их своим крестьянам. Мустафа Шокай это все видел, потому что он был сыном Бия, его отец был Бием, а его дедушка был, можно сказать так, акимом Сардаринской области на то время. Представляете? Мустафа Шокай очень даже хорошо знал много языков, он был очень грамотным человеком. Он никогда не был ни за советов, ни за красных, ни за белых, он был только за казахов. И поэтому у него болела душа за свой народ, за свой казахский народ. Он поддерживал тесное общение с алашардинцами. Постоянно переписывался и общался с Алиханом Бөкейхановым. Поговаривают такое, то, что именно Алихан Бөкейханов, Миржах Абдулатов, а также Ахмед Байтурсунов посодействовали, чтобы он переехал в Европу, то есть в Германию. Миссия его была, чтобы он там в Европе взял очень многое, что будет полезно для казахского народа. Он тоже работал во благо народа, он тоже хотел независимости своего народа. Понимаешь, как и алашардинцы. Но, как мы знаем, алашардинцев, людей, которые болели душой за народ, сделали якобы врагами народа, расстреляли, а из Мустафа Шокая сделали просто предателя. Понимаешь? И вот. Это истинная казахская история. Казахский народ столкнулся и с такими событиями. А насчет меня, я никогда не несу чухню. Я просто соответствую словам нашего президента. Президента Независимой Республики Казахстан. Касым-Жомарт Кемель-Токаева. Ведь он говорит то, что казахи должны знать и изучать свою истинную историю. А то, что люди говорят, то, что до 91 года у казахов не было истории, вот это чухня. Удачи тебе.